Они Куда они дают, вот, например, обращены? хадих, чухаса. Они обращены к Богу. Я, например, дейла олш. Ас дейла ол, эйла ол. Вот так. И по-чеченски я читаю, и по-русски, вот, как мне удобно. И так, и так. Я проверяла. Смотри, вот короткая молитва, да, 100 раз суру шхаюти. Там 1-2 строки. Повторяю, вот, и читаю 100 раз. Суруға ауызды. Ну, Что не-не-не. отсоковываешь? Нет, тут надо взять, смотри, смотри. Есть Холларсонаха, как это называлось? Двигатель делают, да? На вот этих прикладывают магнит, медь, да, вечный двигатель. Ёк, гинею, как делают? Вечно двигатель не Да, бывает. там забирается магнит. Смотри, там как делается, смотри. Медевый из серебряный. Вечный двигатель нету. Двинанты, я цахили шелшец, вечный Подожди, двигатель. подожди. Вот сейчас я давно смотрела, смотри, как делают вечный двигатель. Нет, Медный. подожди. Вечный двигатель хилищец по освоению. Нету вечного двигателя, не Это так бывает. называется. Цахили Это шелшец. имеется в виду двигатель, который не нуждается вот в подаче электричества. То есть двигатель, он из металлов, он собран таким образом, что он работает без подачи электричества. За счет чего он работает? Насчет магнитных полей, которые созданы за счет медных этих медной проволоки, магнита и так далее. Вот это Магнит. собирается, да, и он А, создает поле, магнитное да, поле. подожди. Магничну медной проволокою. Соответственно, напряжение приложиться к электромагнитной индукции от чуахирец. Проволоки чуах. Акибай, хойзерец. Она электричество, таяма есть. Ну, все вот эти элементы, да, для того, чтобы этот двигатель заработал, шамель, элемент шумдакцайор, я помню, там медевую проволоку используют. Его короче, как делается? В круговую из медевой проволоки множество слоев собираешь в круговую, замыкаешь. Вот. Круг замыкается, посередине Марина, кладешь эти элементы. уже более 100 лет, еще в 19 веке, когда изобрели электродвигатели, цуган дюйн, медная проволока больше, постоянно магнит дольше, синхронный больше, двигатель шелш, хайошью. Еще ни разу в истории человечества без подачи электричества электрический мотор не работал. Это Хрецу. хели шелца, дючмайо. Нет, там идет в сборе, помимо медной проволоки, идут другие металлы. Короче, вот Без если ты... разницы. Он Я тебе сейчас электрический пытаюсь ток объяснить, что хуюкаю. это вот... Смотри, я тебе сейчас пытаюсь объяснить, а же ты говоришь, зачем читать 100 раз Багасюк, молитву? А это для того, чтобы наработать магнитное поле. Я тебе на примере медной проволоки, магнита и так далее, да, в сборе, как они создают, вот там создается магнитное поле, да, и в итоге этот двигатель, он начинает работать. Вот на примере этого я тебе объясняю. Когда ты читаешь молитву какую-то коротенькую, да, 100 раз у тебя таким образом нарабатывается магнитное поле.
Подожди. Меча вырабатывается магнитное поле. За счет чего? Когда ты языком щелкаешь, вокруг языка магнитное поле Вокруг вырабатывается. языка, когда мы читаем А, Кирер вай Ага, адвиль цунцани, эта энергия и внутрь нашего живота идет, и в голову идет, ага, и вокруг тела создается магнитное поле. ага. Таким А, образом, если хую, а что порождает магнитное поле? Это там же физический процесс, мою тебя. Мгм. Морт Лоусберг, хую тебя. Значит, гамно я ешь мою. Движение электронов без возмущения, без себя электромагнитной индукции. Вот, есть хумш мою тебя. Сеете, какие частицы вырабатывает это электромагнитное поле? Вот когда мы, вот молитва, да, это слова, пока мы их не произнесем вслух, А, они остаются просто словами. Но когда мы их читаем, мы эти слова воспроизводим в звук. Звук — А это ты а волна. если про себя читать, если про себя читать, Это не то, это не то. в Это нужно смысле не то. именно, ну, когда мы про себя читаем, это создается звук на уровне тонкого плана. Но нам нужно на уровне этого плана воспроизвести эту энергию. Для того, и мы пока здесь пребываем, да, нам здесь, вот на этом уровне нужна энергия. Поэтому нужно Ну эту ты молитву читать как, вслух, чтобы слово воспроизвести в звук, то есть в волну, превратить это вот, слово в вот волну. и не с Бога, ты воспроизводишь волну, Да, модулированную волну произносишь. Вот. А багар легкий щур, хава эрдул шейна, дюхал, эти голосовой связки вибрировать, теша зарождается звуковая волна тяга. да. Вот, за определенной частотности. Потом уже, выходя через твой рот, э, преграды языка, зубов, губов, там, или гортани, там, звук шепот, получается, звуковая волна происходит. Вот. М, Слово это есть разные частоты, шейцелуши, йош, звуковая волна, м, я там модуляции ёлш. Вот. да. Вот. И хайкирер эрдол, чем хава ады гуандадол. Ты создаешь возмущение в воздухе. Газви, гунда, газ мои, валек, М, кислород, там, каек. Вот. Молекулы ударяя друг от друга, и дальше волна идет со скоростью там примерно 300 метров в секунду ходим отсюда, скорость звука. Ну, примерно, допустим. Вот. Вот ايوه يا شقي قطع электромагнитные. Ну, قريت вот شو زوكا tradiционно, волна يا что تعلق شقية Serio, bu ميزة soru تعلق ben شقية يشوي волна. Stolica şaş. Но Происходит это лишь возмущение слышь. барабанной Один перепонки. и русский, и Барабанная перевел. перепонка связана по там всей через этой территории, после косточки с Европы, да. улиткой тяга уже преобразование там появляется, а еще тяга пластинки, лишь метахилиш происходит уже мозг Ой, что-то ну, ают в тигри сигнал. общем году Так это же хэсон, хэштег. М. Все, и Serio, хазит, bu soru Не мечал, вернулись. бог Ты мечал, клиши, пятки, нахэшла, всякие. долшил, дош представь, мечал, она царли, нахэшиш, царляй, мадуис. гум, царли, Ой, да. это Уляуи, Да. Представь себе, уляуи, хаз уляха визкас метрах 10 примерно. вот смотри, представь, что Бог — это пространство. Бог — это не пространство, я сразу говорю. Бог — это не пространство. Ну, представь, что Бог — это пространство. Вот он так присутствует. В смысле присутствует, где он присутствует? Он везде. Он не пространство, он не эфир. Но я тебе для сравнения говорю, представь, вот ты же видишь
пространство, в котором ты живешь. Ты знаешь, что есть пространство, которое ты вот, есть где-то вот, да, вот пространство, да, ты же вот на данный момент все пространство увидеть одновременно не можешь. Мы живем в пространстве довольно обширном. Эрдюни дуй, рёк пространство моей Эрдюни. Мы же не можем видеть это пространство. Вот представь, что Гордюни, туй, Гордюни, космическое вот это пространство, все вот эти пространства, которые нам не под силу увидеть одновременно. Представь, что это есть Бог. Ты не можешь за него ухватиться, ты не можешь, да, вот, ну, вот представь, что это Бог. Это не Бог. Он не является пространством, но как пространство и штука. Я имею в виду, он в своих размерах, да, огромный. Вот. А его сила, могущество, да, еще больше, еще больше. Он видит одновременно все. Это Но как он видит? Баргштуцен, Мозгицун. у Как он него, видит? он видит. Есть, я, например, Сосан был Нахбуй, который, это, там, мистика касалась, да, у некоторых Ага. был такой режим Бога, состояние, О, ага. да, когда ты одновременно можешь увидеть, да, вот одновременно и космос, и за пределы космоса пойти, и на Земле, там одновременно разные страны увидеть, вот этих разных людей, одновременно с ними контактировать, это такое состояние мощное, вот, режим Бога Олцнах. Мне Он моду, а ты сама себе рисуешь это или телевизор, картинки, что проецировать тебе, что? это наше зрение так проникает в пространство. Это Он не не то, может что мы зрение представляем. проникать в Э, пространство, во-первых. Как оно может проникать? Но это, Акверчур эрдер, шибаг, мичол, мичугдут. это А информация, мозг, состояние. что? Подожди, он барик, гушил информации, а мозгу обработаем, он гушается. Или же ты находишься в состоянии измененного сознания или искривленного сознания, там, под какими-то препаратами. Тогда да, твой мозг будет тратить всякую бельберду, там, лангуш, санткариотика. Но ты не можешь выйти из своей головы и где-то путешествовать в другой стране, допустим, Это или в обычный другую человек не может. комнату. Или может, Ну, а или люди может могут. бас. Обычный, Люди необычный, любой. шаманизма есть. Асбологи — это шаманизм. А Обычный голову. человек, да, у него не сознание шамана. У шаманов такое сознание. Какое у шамана сознание? Вот какое я сейчас описала, такое. Он может вылететь из своей башки, Из чего? из своей головы может вылететь, да? Это духом перемещаешься. У них там дух так работает. А дьехцу энергию им позволяет это. Кто Без позволяет? их энергия, Кто шерехцу им энергии, позволяет? она позволяет вот так, их энергия им позволяет вот так вот с этим миром взаимодействовать, видеть этот мир. Отслушах, ты еще хочешь, ты прям, ты прям Почему голосом, ты? ты еще Я, хочешь. я сама годами прожила в этом состоянии. Я знаю, что такое существует. Напрячь, рангокон, ты можешь путешествовать где угодно, летать, плавать, да еще в из состояния больше, правильно? Я, сонапкет, я. Он Шаманушкат, appreciați no azbog Iranson, rumš da išel šuhoj. Nu, Arena, Gusto. не совсем. Sem volšā, вот, да, Rēniško, Hameldā.
нету совсем Там день, теистами. ночь, Сможешь объяснить эзотерики, себя, думаю, осознаешь вот. себя? Это шаманизм Неделя, какой-то. думаю. Шаманизм, var. Şamanizm yok, ezoterik yattı ona göre. Но это уже шаманизм. Aleyhine Marina. O dünya تعمل بو وقت بو حكيرش على شابك حقول بنقا مص لو الدنيا تعمل له شماليزم قول لي نقا حكيرش Я тебе объясняю, как Бог видит одного человека. Санчо, Санчо. اه И гуманша, це что лес, до того, да, ца доказательства, и вот ца ума дочь, вот столько вот много разных вот информации, большинство, да, вот очень, как бы, не хочу это как-то называть, но, скажем, чушь, да, вот недоказанная и не может доказать. И TikTok, чури, YouTube, чури, шадовым просто, да, цауман, проверка, цаешь, и шадер, цари, айнися, да, конечно, серьезно, и птица, и инчи, муху, как вот это все происходит, мухи это. بس Марин وقعت у нее Да, и психиатрическая появляется проблема грусть, алхитсун сайкач балагди там Знаем шайда бигда убахца. Yeter dik de лабая. Там кятаса ушти оперативную память на высочайшем уровне. И вот на уж встроенной памяти Матинсон освежите. Вот, да апгрейд. память Диккенсона, она очень хорошо запоминает вот это все и умеет логически еще был ложь баца, а связанные дозы и завязать для чего логика коллекционная тяга вообще кепар. Ну, Но у меня это вот вот вопрос, после... Чак квадрам, что? как бы, пиццук, вот это все уже, что мы как бы наяву увидели. До этого, что вот сколько там, 2 генерации, до этого имел геноцид, до этого темниш, до этого вообще духом даже, десим дать. Но вот то, что вот тут у тебя вчера даже случилось, даже вот это, как бы ты уже изгибаешь вот эту всю реальность и ищешь каких-то других виновников, не хочешь принимать вот этого, кто вот на тобой все это делал, и утверждаешь еще то, что он твой брат или часть твоего народа, не знаю, и до того, и что Кёртен, понимание, там бать, и хить была, это состояние, и ладно, и процесс шел, видишь, мои 1% я это вижу, вот, и полностью они со стороны России я счел, и, как бы, скажем, железный занавес, психический цеху, где ты, как бы, открыто не можешь говорить это в обществе, он дальше, хотя еще анхалоили, вот это все. Они нас вот настолько вот загнали, снизили, вот, и массом, да, даже говорить об этом не разрешают, ну, об этом вообще дичь, да, свой. Он так довел шедукшему к Европе, а волчина поначалу и уманьше двицер. Но потом, когда они начали вот это все через своих агентов или стукать еще больше, вот это все на минимальный круг общения снизить, да. И вот из-за этого, я думаю, вот уже человек, я говорю, реакции сталкиваешь, получается, они даже не знают своих врагов, своих угнетателей, своих убийц народа. Юмор, Шадрик, они как бы не знают и ищут уже где-то в другом вот этого карателя, убийцу. Или они слушают где-то это, и их вот так легко уже обмануть на всем этом. Caur procesam jāpieliek oilam šo pasvērts.
знать. А я Мадаев, ты перепутал. Ой, да, извини, я Бадаева, братья Ну, Бадаева. du режим должен, du мистицизм, хидоиц, полный башня, халк, потом будут сам еще наращивать мистицизм, легали, что дальше кверчу, хагули, из-за голоса, бақичаны бержим должен, сказка шады, голдайқын, кварталарда болса бұл. Не, Сюэцан, Дахтсон is. Лул юртер ди харси хар хаихан бо бақина ба. Окей, бақхогон бақина болчи хабакны. Вот представление, там они сидели, рассказывали о каких-то мирах, там рассуждения о Боге. Еще с детства, что под впечатлением десноте умр. Реализация. Я ж по-любому ходу, вот и мистицизм, я вот по сегодняшний день даже вот у старшего некоторых замечаю, и, ну, связанные с религией, да, и шейтанш, не шейтанш, юмаш, да, и вот это очень сильно отдается вот на поколение, которое на сегодняшний день из-за прогресса дальше сами углубляются и полностью в этот малый мистицизм погружаются. А когда спрашиваешь насчет доказательств, там уже как бы ничего и нету. Раньше я это мог, сегодня не могу. Я давно этим не занимался этим. А и что можешь? Ну, так, чисто совет по-братски, да, увлечься чем-нибудь другим, приземленным. Может быть, в этом случае было больше пользы, может, вот это все-таки СДВГ Олсонов, синдром дефицита внимания, или как это, вот, слишком большой поток информации, мозг как бы работает, но не может это все как бы выдать как бы в реальности, что ли. Как бы нельзя называть того, что нету, нельзя его как-то обозначить или солнце. Ну, действительно, может, Марина, надо чем-нибудь другим увлечься. Реально, если даже взять там психологию, ее как бы изучать уже в научных аспектах. Вот это шаманизм и там эзотерика, и вот это все, это больше из сферы, ну, те же самые всякие религиозные обряды, это все из сферы такой фантастики. Ну, да, люди просто элементарно. Я сейчас себе на листок запишу там пару цифр и спрошу этого человека, кто утверждает то, что я там супермаг, туда-сюда, душа летает быстрее, чем скорость Альбурака, и Шцаумаш летит. И спрошу, ну, какие цифры я записал, смотри. Так уже Кирилл, никто уже не может. Это не так работает, это цифры. Ладно, я запишу буквы. Нет, это тоже не подходит. А вообще, солнцеха, что с народом не так?
Но в целом он был. И после первой, или, скажем, предпоследней войны и духовность больше, да, течёх, интенсивно люди все больше и больше туда ходили и, не замечая, попадали вот этот салафизм, скажем так. До Фатхи, не Фатхи, и цари, бишматцах. Но не конкретно вот зелья на царь, по-моему. Меня пару часов тут как бы не было до интервью Басаева уж интервью как-то полчаса видео Яркович. После этого как бы я не слышал, как хуцелюются. Хотел и одно видео показать. Ладно, версию. Eins geht wohl, ja. Да, можно. Якобы напал на Россию, а в Дагестан он пошел не просто так, а после ликвидации двух сел Чабан-Махи и Карабан-Махи. Конечно, они были ваххабиты, и я не люблю ваххабитов, и они объявили, что отсоединяются от России. Ну, как может село, которое находится внутри Дагестана, от чего-то отсоединиться? Но это не основание для того, чтобы сметать его с лица земли и забрасывать стариков и детей гранатами. И после этого Шамиль Басаев туда пошел, наплевав на Масхадова, который сказал, что он идет в ловушку, потому что его позвали на помощь. Все было рассчитано так, что он не мог не пойти. А дальше объявление: ах, Шамиль Басаев напал на Россию. И поэтому Чечня напала на Россию, и началась Вторая Чеченская война. Ну, Шамиль Басаев, согласитесь, не ангел с крылышками. Шамиль Басаев кончил очень плохо. Он кончил бесланом, но он был нормальным человеком, мы его сделали террористом. Уничтожая Чечню столько лет подряд, мы сделали демократа Шамиля Басаева. Да, вначале был демократом. Он, между прочим, у Белого дома стоял в 91 году, защищал российскую демократию. Я первый раз от вас слышу, это все демократы знают, что он стоял у Белого дома. И что чеченцы отказались прийти на помощь Хасбулатову в 93 году и защищали Ельцина. И Шамиль Басаев в своей президентской программе, когда он конкурировал с Масхадовым, выступал как абсолютный западник. Предлагал сделать армию по американскому образцу, а как же он так избрать американскую модель развития, компьютеризировать отчаяние, что Запад защищает как многие другие религиозные позиции. Вот мы сделали вторым туда кого не смогли уничтожить религиозными. Надо благодарить, ну, опять не толкнул одних детей только 40 тысяч врагов да, Грузию, потому что этого и хотят. И такое нельзя. Надеюсь, что мир не простит. Ну, тут разные есть мифы. Изложение, в принципе, общее изложение, как бы приемлемую полностью, я согласен с ним в этом плане. Резюме, это видно, человек как бы здраво подходит ко всему и
смотрит на все периоды, а не просто вот, в конце он сделал это, знаешь, он такой-то, такой-то, такой-то был. Да? И просто вот шок приходишь, когда вот такой человек, русский, говорит такие слова про чеченца, который за свой народ умер, а потом люди говорят, он не был чеченцем, он был таким-то, таким-то был, что сам не умандать, вешается, вешаем, хажаться, анализ, просто где-то там в ТикТоке, Ютубе наловится что-то. И вот без каких-то доказательств, аргументов, сам ждешь, а вот это вот тоже как бы вообще неприемлемо. Я думаю, что как он не понимает. Да, согласен с тобой. Такое как бы представление, вот тоже недавно включаешь, вот принципиально, значит, что там на РЕН-ТВ, как всегда, один и тот же дядька в очках, и такие басни рассказывает, да? Вот реально. И многие люди в это верят, и, ну, к сожалению, безграмотных людей очень много, которые даже не умеют размышлять. Вот и что подметил, и безграмотно, да? И школа, и развитие научное, и может хули, у нас народ просто погибнет. И ты там, бац, просто вот погибнет, и все. Одна часть будет там, не знаю, вот этим, просто на слово верить и ходить там, проверять, сидишь, ойлаться, и ждать, без всяких вот этих цепочек и уманжадоч, да? Другая часть тому поверить, а вообще не будет у нас вообще народа. Если вот и школьный, и базовый гуман ждать, что вообще это просто гибель нации. Да, гибелем, чоевым и очень плачевно то, что вот это взрослое поколение, так скажем, там, с 80-го, даже с 90-х годов, хотя бы более-менее со здраво мыслит, одеешь полнаха, они тоже все еще вот в всяких иллюзиях, сказках живут, и для них, короче, та вот реальная истина, да, вот что есть реально, это для них, короче, сказки наоборот, вот настолько они ушли вот от истины, что вообще не замечают. Не могут принять реальную истину, вот, да, вот какую-то вот как Рейнах Санаш Эльчму, как во сне. Вот. Такие взрослые в сказки верят, что Да, да. Плюс еще вот, что очень опасно, вот, если что-то происходит, сразу же ответственность у нас Бог. Все. Например, там какое-то стихийное бедствие. Сразу же ответственность на Бога, и как бы все чисты. Так не катит. Скажем, возьмем вот Японию как пример. Насколько у них вот технический прогресс идет из-за как это, цунами, опасности волн, да, они себя технически максимально обезопасили и работают еще дальше вот на прогрессе, чтобы улучшить эту безопасность.
Если бы они бы тоже вот так бы остались бы, это как бы Бог наказал, проверял, там, не знаю, Илмаш, Леду Бош, у них бы очень много людей. А они нет, взяли стол и изучают эти стихии, смотрят, что можно, как можно противодействовать этим. Для чего? Для своего народа же. Вот Илм говоришь, для своего народа человек должен сам думать, размышлять, действовать, а не перекладывать как бы всю ответственность на Бога и все. Руки в карман. Цунавук, цахул, цунавук, хереда, цацу. Да, как бы легких путей не ищем, ну да, тут какая-то вот тяжелая зона комфорта, да, вот из этого вылазить не хочется, хотя, да, как это описать, тут сейчас слов не подберешь. Marshall مسائلی Ошкола. هر وینین هودیناش مچو چربله okçaşa bir agetmiş bu Kiril Abu Kirill'in o bir şey yazılan diyor bu. Марину делаться, а муж дицин, что ты дукция, чакрышки, халатин неправильные. Волчий телевизор, эфире. Точно не я. Комет Бабук Бажик. Я 2 раза была на эфире. Послушала так. Чуть пообщалась последний раз. Ну, ас настроит бимбацу, бац, и против Дудаева. Расстроит Бенабару. Расстроится. И Да, я настроить, заметила. Против Кирилла настроенный. Ругаться дашь. Натыкалась я на аудио, нет, на видео. Ну, вот это из эфира видео. Спишь, сахалшома, да, царяхец. Если, ну хорошо, кто-то не верит Дудаеву, там, кому-то, вот, ну, не доверяют, ну хорошо, это твое личное дело. Каждый имеет право иметь свое мнение, да? Будь это даже по поводу Дудаева или другого. Но зачем ругаться? Не понимаю. Вот обязательно. Все мосты сжигают, ругаться, der Ston stürzt. Лишний дуэл, jetzt wurde glitsch. Yo Kriks Girsund çağ İbrahim'in leşvor çoğu tahal heytekson baş dukadat soş Волшин yazdığı. специально делал, что его звук, да, что догдили, лило, шум, что решим. Не стоит обращать внимание, то ли еще будет. Ну, я, например, допускаю, ну как допускаю, я знаю, что я многое не знаю. Сумху и ладац. Я не знаю вот этих людей, кто что там крутил, какие-то партии коммунистов против какой-то другой партии духу махалицию. Чтобы понять, да, я увидела некоторые видео, дала свою оценку, да, у меня, исходя из этих видео, свои мнения палила Дудаева валяться.
что-то там услышала про него, вот. И в итоге у меня сложилось недоверие к этому человеку. Да, вот сун из-за специально и шамялду, хумлилди. То есть для меня он пришел для того, чтобы заложить основу, да, начало нашему геноциду. Модердекел, сун иштхиедис. Но я, может быть, наверняка где-то ошибаюсь. Я не знаю, я ничего не утверждаю. Сун что да, как я сказала, какие-то разные партии, противостояние разных партий было. Вот кто к чему стремился Ахмадизис, чтобы до конца оценить ситуацию. Вот разобрали там у Крикса на эфире, разобрали вот эту фотографии, смерть, вокруг его смерти, все. И там кучу фальши находишь ты. Говорили одно, потом выясняется другое. Вроде говорили, что прям по нему заехали ракетой. То с вертолета заехали, то со спутника заехали. И вроде бы машину из Горгансон сложить от удара. Металлический мощан. Эльшу, а Дудаев какую-то царапину по голове получил. Вот. Вроде бы по голове ему ракетой заехали, а у него глаза еще на месте. Не знаю, волосы сбрили, а усы на месте. Это как вообще? Понимаете, много фальши в этой истории. Поэтому я, например, для себя вижу повод не доверять Дудаеву, Цолилинду, Гумнаш. Я вообще, не было такого, чтобы он хоть раз вышел, воевал. Он где-то все время отсиживался, потом смылся. Все, хач. То, что он воевал, не воевал, Цунлюха, воевать, Дин Цунлюха, был нах, от риском Чуаха, он не должен был воевать. Воюют генералы. А А что он он... как бы глава, он не должен воевать, понимаешь? Он должен стратегию разрабатывать. Представь, командира убили, потом пока новый командир, короче, туда-сюда, он разрабатывает стратегию войны, и там дальше что, как. На нем большая ответственность, он не должен идти на передовую и воевать. А какую стратегию он там разрабатывал, лорд Аккера Герзадочная? Что он там мог разработать? Его задача была, наоборот, ездить по странам, вот как сейчас. Украина, он будет. Вон Зеленский что делал? Ездил везде, умолял о помощи. А Дудаев свою пятую точку с места не сдвинул, чтобы попросить у кого-то помощи. Сидел где-то, отсиживался в глаженной рубашке, в галстуке. Вот видишь, вот ты вот в этом плане ты вообще никак не осведомлена, вот ты вот взяла на вооружение давно забытые файлы, подсунутые каким-то Криксом или еще какими-то людьми, потом пошла под этими, как бы, под этим влиянием пошла где-то еще что-то накопала, тебе это все вот как-то так мерещилось, понимаешь? И вот так вот он никуда не ездил. Куда он мог поехать во время войны, как из маленькой Азербайджан. республики? Он, например, мог поехать в Азербайджан. Тигр Хабяхка Мабаиш, они в Дербент как попали, из Азербайджана. Тигаша Бух Полш Мабаиш. Почему он туда не поехал, не сказал? Мельшбуш. Во-во. Дербентовский наш Шабиш, Азербайджан, Россия был. При чем тут это вообще? А при том, что он тоже из Дербента. Ну вот К нам уже попал. видно твоя логика и твоя позиция. Ты вообще бред несешь, Марин. Извиняюсь, конечно. Но... Я понимаю, Почему что... бред? Почему? Ты это, во-первых, вот твое вот это вымышленное, это вообще недоказуемо тобой. Ты это никак не докажешь и не обоснуешь вот этот тезис, что ты сейчас произнесла. И вот исходя из этого, вот видишь, у тебя вот тут какие-то тезисы в голове заложены,
и ты вот, исходя из этих, плюс какие-то твои вот мировоззрения, какая-то там инопланетная, какая-то жизнь там, джинны, мины, короче, вот. Ну, твои слова, они просто раздражают, конечно, в этом плане, когда ты несешь необоснованную какую-то, я не знаю, за какую-то речь толкаешь, вообще необоснованную, ничем, просто ничем. Просто обильные вот так вот, как бы, короче, слова вот так вот выброшенные на воздух. Слушай, вот какой он политик, какой он президент и политик, если Ну, он хорошо, тогда на данный другие момент, на тот президенты момент, не ты может кого такого. видел? Подожди. Подожди, послушай. На тот момент, кого ты видела, не будь его, кого ты на его месте видела на тот момент просто. Есть у тебя вообще какие-то, вот, чтобы сравнить его с кем-то, какой-то другой персонаж есть у тебя? Темишев. Не-не-не, подожди. Был Все, Шахварца, Маймон. Нет, вот Сначала. самый главный вопрос, это Кёрча. Артеп Йолнит, Хокунга, Криксига, Вукарга. Да, кто был, вот по вашему мнению, если бы не он? Вот сегодня спроси у россиян, а кто, если не он? Вот просто спроси любого россиянина, просто спроси, даже имя не называй, они сразу понимают, кто, если не он. И все, тут сразу замыкание происходит у людей. Вот я тебя спрашиваю, если у тебя не замкнуло, кто какое-нибудь имя или фамилию назови. Кто угодно подошел бы вот Ну, вместо хорошо, него. кто угодно, кто был. Из Вот того, был, что было, смотри, я сейчас кто? полное имя генсун сразу даксио дуканусун хажа Садулаев бог вари ица соборя Малик Садулаев вари из Ну, на Алфавит. тот момент не было Малика Садулаева. Его не было на тот момент? Подожди. Точно не было? Марина Да, короче, Бехмобил полностью поддалась манипуляции общественного сознания. Что хочешь, ролик, что ты повелась, он абсолютно историк союз. Я хил гумшсага. А тебе картинку показали, вот как ты веришь в мистику. Цукепар, ты быстро поверила, у тебя никакого, да, она нет никакой критики нет, да, и самокритика и отца. Дальше ты еще. А Гинник сразу воспринимаешь Болсан. Ты даже полезь, зайди в интернет, почитай. Ты своей головы нет у тебя, что ли? Еша истории, хил шадик, сопоставить. А я анализе. И ты сидишь, любой гон сразу у тебя есть и бейсунда. Дегдатис. А, подожди, Малик Садулаев, да, его не было на тот период. Был Завгаев. Очень Вот хорошо. Жим Гэл Галеон, Дагдор, да, не Вот пытайся очень, сейчас придумывать. очень хорошо подошел бы там, этот Завгаев тоже. Его признавала вся Россия, было к нему доверие и так далее. ну Вот, ты сейчас К нему читаешь доверия какую-то не статью, было. которую написали на тот момент те же Ихваны с Иванами. его даже русские поддерживали. Иду Ну и хайрус. в одно место не пускать, он Мекчабек возглавляет тот да. отряд, который идет куда подальше. Нет, нам нужен был человек, не который нас ведет к войне, а Ну, который к нас сожалению, у нас не было. Мы его миру. слепили из того, что было. Вот из А, того, как что это? было. Соболделишь. Дудаев не вел нас к войне. Он все время хотел вот с Кремлем связаться, чтобы с ним на переговоры вышли. Кремль этого не хотел. А с Тебя кем он там подмена понятия мои. Он Дудаев Сюлеву, он Масадов Сюлеву, он Басаев Сюлеву, он Мелверга Сюлеву. Подожди. Дудаев Дудаев не кому-то хотел войны. Он не хотел войны. Он хотел переговоры с Кремлем. Кремль отказывался.
Почему? По какому поводу? Что, Марин, базы Хезион, длится. Марин, Хезион, Олш, кому война, кому мать родная, Олш. А, Вот этим генералам и нужна была эта война. Хочешь ты, не хочешь ты. Или я этого хочу, или я этого не хочу. У них планы, они ввели в действие свои планы. И с нами случилось коротко и ясно. Слушаем всех уедет, я там хотел солдата. А Галина Мелогия. Марина Сальехина. Галина Старовойтова. Да, Галина Старовойтова, говорим. Марин. Марин. да. Сон دقي يزحون الله هي بودا كريشنا رزقهم Остроговый. Марине, бадой хотан группи, ваягатина группи югайна бод. Бадой ала дела, дикя. Сюек из Эхен группу осюренных сокиет час. Если у тебя нет собеседника. Второй важной темой Старовойтовой были национальные вопросы, то, чем она занималась еще до прихода в политику. Союз стал распадаться, республики бороться за независимость. Одной из самых взрывоопасных точек стала Чечня, во главе которой стоял Джохар Дудаев. В тот же момент обсуждается ее кандидатура на пост министра обороны. И это тоже абсолютная революция. Во-первых, штатский министр обороны, во-вторых, женщина. Весной или зимой еще 92-го года, что-нибудь январь-февраль, мы сидели все в кабинете у Сергея Александровича Филатова, Юрий Федорович Яров был, другие депутаты, я, и думали, ну что же делать? Шли переговоры с Дудаевым после того же направления, как предотвратить войну в Чечне. Я говорю, а чего проще? Сейчас трубку правительственной ряде позвонить в Грозный, да и начать с ним переговоры. Мужчины все как-то приумолкли, говорят, да это нереально, да он же мусульманин-фанатик, да он вообще не будет ни с кем разговаривать. Я говорю, ну давайте, если вы не хотите, я это начну. Они говорят, он не будет разговаривать с женщиной, это не может быть, его бросит все его окружение. Ну, говорю, не будет, так не будет, а вопрос же надо как-то решать. Я сняла трубку, попросила соединить меня с Грозным, поставила перед собой диктофон, попросила у Сергея Александровича Филатова диктофон, чтобы записать мою часть диалога, чтобы потом меня не обвинили в каком-то сепаратистском сговоре, как это любит наша пресса определенного направления. Эта запись сохранилась. И переговорила с Дудаевым, и он, в общем-то, нормально разговаривал со мной. В тот раз я был очень удивлен ее находчивостью, смелостью, то, что она сделала. И это дало возможность, скажем, ей при встречах с президентом сказать, что Дудаев доступен, очень прост. Давайте дальше с ним разговаривать, договаривайтесь. Соедините меня с Грозным, соедините меня с Дудаевым. И ее соединяют на глазах у всех. Вот. Он снимает трубку, она ему говорит, что Джохар Мусаевич, у нас тут вот есть возможность, кажется, мы сейчас можем договориться о том, что вы с Борисом Николаевичем можете встретиться. Вы готовы? И он говорит ей, да, я, естественно, готов. Я этого жду, я добиваюсь, это уже попытка, так сказать, не первая, она мне препятствует. А во всяком случае, давайте дальше. На глазах у всех. Вот. Он снимает трубку, она ему говорит, что Джохар Мусаевич, у нас тут вот есть возможность, кажется, мы сейчас можем договориться о том, что вы с Борисом Николаевичем можете встретиться. Вы готовы? И он говорит ей, да, я, естественно, готов. Я этого жду, я добиваюсь, это уже попытка, так сказать, не первая, она мне препятствует. А во всяком случае, переговоры все же могли состояться. И окружение Борис Николаевич сделал все для того, чтобы этих переговоров не было. Началась та война, которая, собственно говоря, и свела Россию с пути к созданию демократического общества. Она была готова. И она, если бы у нее была эта возможность, вместе с нами она остановила бы эту войну. Переговоры с Дудаевым не состоялись. У всех разные версии почему. Но пока Старовойтова была на своем посту, война с Чечней не начиналась. За эти две темы, люстрация и национально-республиканские вопросы, ее и ненавидело почти все окружение Ельцина.
Даже я, будучи на службе у президента, Hiç oluyor. Иган, Марин, подтверждение. Какие-то люди хотят это войны в погонах дать, там, Ахчмолцину, хотят, что мы умираем, что нас убивают до лампочки. Он капуста, ловца, чтобы зеленые были у них. Что да, что ему нужны награды, да, медали. Премии. Ну, главное, деньги. Марин, ты сама донцега, молодой чандык, цедо. Афганистан чудат, икчераха, дку адам адин нерца, дедин дой. يقع نخشي بون خنا دشمن شبالر مش بوتا هذا أفغانش دشمن شبو بوشات يمش دي تركويك إيش نرمان عاش ناخلا غاسقي بانتان كوتش بان أشورا وجا برجرش عربوش بوش الدنيا ناخا تر ما ويقدر تدريتي أنا تاتون شيء مستيشم خيتي نتر تعبول ناخبات إدو عبول دينجامي بتكوبالي لدي إيوت أقا إم нужна была еще плюс к этому маленькая победоносная война, да? И что сценарий царя, хотя сценарий война царя. И параллельно подготовка царя штат, чтобы нас исламизировать, да? Литературу, гума 89 года Арболюша, и подготовление тоже идет в 89 году. Завгаев подтверждает, что паломничество открываем, и плюс мечети делаем туда-сюда больше. И другая ячейка у них среди наших людей, которые по-нашему говорят на чеченском, тоже занимаются этим ваххабизмом. Ваххабизм в Саудовской Аравии – это салафизм, ваххабизм одно и то же. И что они процедуре цари. И плюс, чтобы нас поругать с грузинами, тоже они подстроили так, что мы вошли в Грузию, чтобы они от нас отвернулись спиной. И что процедуре легенда дюнда. جهارة واترهون يستسود الله واترهون إذا شين أوتش تخلق شو واترهون إذا يتقوم بقلق شو واترهون داج دو أدم دوي سو ساليرك شين خيزون سبارك شين جاجوش كاك بوت أدم أجواري واتشور إدات شين شباش كعجينش باتشن شين أتع عجينش باتشن إيش تبوشن بوش دات أتجواري تيو بوير باتتي السندات Ну, народ не отступал, да и Адман деваться некуда было. Может, кто-то знал все равно коч борьбу, щитал себя, кношвен, по любым причинам сейчас хватаешь. Тут столько причин, да он. Духар бандич, дорогой, они запускали поезда. Из-за цель стихи Иран царинил, история Иран из-за тахлил. Цардином дорони поезд. И поезд كل الإيران ويشغلات до этого никогда никто не грабил и балабаться. Они все это подстроили, да. А коч бэкэн будет, а кин завершение. Чего кайскон. والغش ما هو ناخد يسق لدوش ناخلق تقول تاني هم داتي شو يعني первый раз بوش قوة بابتكشنا не мог جهارز بحقن أجني سخول تون خزق سليركشنا إيش ناخ ما بوش وتصع مواد سجا أنا خزق هكون أتجواري والله تتخلي دات شون لا أقدقشة بوش دات نو ترى يوم شتي ترخصو دوي إيش باتشن شون إتس جناش باتشن شون أرمع جناش باتشن وباش بوش دات ديتن بقر أردل دش نشتانش دان دقو أدم غردان دين то это слышал, он даже туку один лертега. En последний речь, речь так. Но принять терпи до اتخانع سبرع خلبل نخبات اش دقو بردين سبرع دنيا نشو بويلش بردقو دين دات
أنا غير شنو نقبش بلا تعبش إيش سيتواتير إتجاه كريتيو Дядя, смотри, так получилось ты так, что говоришь, он все-таки это отговаривает. недостаточно. Я поняла, подожди, я поняла. То есть Вулкана Ила была какая-то маленькая победоносная война нужна была любой ценой, но Дудаев его не принимают, да, вот он отговаривает от войны, а наши говорят, нет, Ила Била, мы будем воевать. Как это вообще? То есть у него был вариант обойти эту войну, но наши сказали, нет, мы готовы Сега будем воевать. мохер дерхаем, то что лечь до аж бог чунда. Все, мы подписываем, что вы хотите, что где шел. А церковь шаху энергию ищет. Yo qanota tom guch baachina haka будто имя будет один должен выслать адмаштат разные точки швабях болшбу духар ишт. Но ал себе ахлса нища года она вора еще шват. Это уже потом будет. Дина дуй. Духар себя дукина мацалица что диас яши родственник человека еще очень душина. Как будто всех выселяли, когда люди начали искать по поселке, до поселка, вора еще че тахотин ситуацию. Марин, и хридол что это царь придумать царь сценарий дой. Жовари выбор яцер. Жовар дуккунах кинут венер будет делать нюхе дуккунах дат. Единственное, камдис нерс нюха дат. Хорошо, тогда вот Джахар рассказывает, что Раски планируют Дербенты, Абхазии, и территории, цыгаха наводнение хватин и территории зачистить дагабу, чтобы цыги Раски расселить. И план это что, уже они вроде планировали, да, эти территории себе Где ты это И что слышала? поменялось? До сих пор это не произошло. Он сам говорит на видео, Дудаев. Солнце, хозяин. Magazi видео. Садак посещал, шукрюны. В личку мне так у тебя открыта личка. Вот напиши мне в личку, я тебе скину это видео. Хамбогас. Русские хотели вот эту территорию хотели забрать, заселить тига. Бурабиш буй хажла. Дербен тахи. Абхазия и Абхазию он هقارتا توش دعلي صغرت جالدو تيجا عيد لي عموسو مهتا وحوش ناشتات وبون تاقد ديربين تاع اشبو то есть сугубух фактически шейгер территории حيح قاحش بو باخت سويس شاي خورم خل بالدخ церкштуш ашуис قرچ тяш той хол идуч хена настолько он переживает за эти из Абхазии тоже как форум, Марина, форум Чухваса видео, а то никто это никогда не слышал. Закинь сейчас же это видео. А по поводу президентов, надо нам благодарить независимо от их там, куда они скатились потом идеологически. Все наши президенты, исполняющие президенты, отдать нам большую благодарность, они не покинули территорию во время партизанской войны. То есть они потеряли бы легитимность и подставили бы народ, стали бы иммигрантами. Это прецедент мировой истории, когда все президенты погибли на пути вот этой, пусть и обманутые некоторые оказались. Это прецедент, и в мировой практике нет такого аналога. То есть юридический, политический президент оккупирует территорию, ведущую войну. Если он покидает свою территорию, это не перебивай, это почти считается капитуляцией. И ни один из наших президентов этого себе не позволил. И за это их надо благодарить, независимо, насколько их там обманули или вектор поменяли политически. Марин, Мадить. Мы должны гордиться нашей историей. У нас все великолепно прошло. Народ поддержал за свободу. Дудаев и другие выполняли указания народа. Все.
Там других вопросов нет. Ни Дудаев, ни Падишах, и ни Халид. Народ. Он спросил народ сказал вперед. Он сказал, мы будем умирать. Хорошо, мы готовы один раз умереть, чтобы в будущем на века наши потомки были свободны. Все вперед, Аллах и все остальные. Вперед. До Дербента, Дербента не придумывай. не нужно прям. Да, А конечно. то мои проброс, занимайся своим этим, вот этим, своей эзотерикой, там, что у тебя там, демоны, там, привидения. И гумнаш мадить, что и гумнаш мадить. Фокуза олдл нахба, фокуза юридический, политический, подкован нахбу полностью на атомы, разложите не полностью с 80-х годов и ситуации, разложите нахбу куза. А гумнаш, звучит как какие-то анекдоты. Твои эти вот эти, как анекдоты слышатся. Смотри, даже если я Я допускаю, с что тобой я разговаривать не собираюсь. Я тебя слышу вот несколько часов, я с тобой разговаривать не собираюсь. Я сказал то, что сказал. Это факт. И больше тут не болтай эту чепуху. Я пошел спать. я имею право на свое мнение. А я сказал, что сказал. Ну и что ты сказал? У меня свое мнение. Ты даже это неверно. Ну, он такой, пускай не ходит лучше. Алла Марин, и Я мил сказал, группе, его это гадегала, я говорю, что я могу ошибаться. А сумасуман ясун, сунис хуриладац. Сунчадек цедойсун. Я поняла, что там Да, я могу ошибаться. Отца, ты начинаешь дальше пилить, опять у тебя какие-то таты, какие-то евреи, какие-то дербентские, какие-то левые, правые. Он там вот так вот дрожит, говорит, у нас землю отберут. Это говорит, ну, а я это видео. Чуквасан, форум, Чуквасан, Масан, Гурелш. Чат радио, маршу, форум, он Чуквасан видео. разблокировать я стучу сон. Азбок, хажа, Азбок, вон Деде рассказывает, что Дудаев говорил, отговаривал. Было такое, он не хотел, он понимал, он говорил, Зуна Хеджей. Он говорил, кем наш Хердушин, бом наш Ярчебош. То, что мы не знали и не видели, он это говорил. Война, ох, бумадат, вы аснаши, чуя это духцери, кем наш бор, да, митинг, ажаду, халкар, вайодер, дат бор. Целый адам арадар, халку дион, дат, отцо, движение шан, тетчу алирты. И потом, после, вот он, когда он говорит про Россию, про ее русизм, про эти вещи, уже идет война. Он не ожидал, что вот так вот варварски, бессердечно, безбожно они начнут вот так вот истреблять все на своем пути. Даже он не думал, что такое будет. Он знал, насколько есть сила у России, что нету ни хрена у нас. Даже элементарных стрелкового оружия. Не говоря уже о танках, пушках там или каких-то крупнокалиберных. Окей, я поняла. Там было два варианта. Либо воевать, либо там подписать договор, да, соглашение там о вступлении в их империю. Подождите. Вы и подписать печать. Нет, подожди, да, я пытаюсь... Да говорить. ладно, подожди, а вообще надо дать адекватно. Хамян дать, одежды, шума дать, ты просто балаболишь. Хайгацадах, что уже в конце концов, вы садят, чаю бош, хэтяни хаз, вис тож заборшеш, аж мы буйна. А сом, я же тоже не набрасываюсь. Хомет чуадион, да, такие беждо, сам tu целый день ты наждите, и начинаешь говорить, вообще это, я здесь это видела, и что-то вообще, короче, бред несешь ты. Так, давайте я вам видео скину. Вот это в общем форме разблокировать все. Я закину видео, сами послушайте и посудите, о чем он говорит. И скажите, пожалуйста, вот Дудаев говорит, есть два варианта. Либо вступить, да, вот в союз, вот, сдаться, грубо говоря,
либо война. Так, нет, мы вот если бы сдались, да, если бы остались при вот этом СССР, так было бы хуже, бог штуец. А другие остались, и все нормально. Почему у нас должно было быть хуже? 다음 사사 앞에 어디 가서 또 어디 서부터 다섯 개 나이가 앞에 그다 어디 Не, а что лучше стало у других суда? Что у других лучше стало или у нас что лучше стало? Они хотя бы свое население не потеряли. Да это население просто так дохнет. Демография падает, она просто так дохнут это население. Или выпивки, или всякое дело, чехотки. Просто так вымирают, или они выезжают. Просто так своей смертью было более адук, чем насильственной смертью. وين أول سنة تحلق عن قيتان جيرينوسكس أول شخزيهم нам нужна Чечня, но без чеченцев. Печан, элиту иштаны. Ну, про черкесов говорили. Сон цехаза, то церно те планш, юкар цатсомш огласит юрцо, да и арбар мабаре, секрет мадати, мы планы строим, бахит Путин угдуч на десятки лет вперед. Да, мадайте, хитош моей, шишт. Собой, там игра, да, для них это игра. И видео с меча сохранить, и на цене отцеласу. А видео Марин, а это принял утверждение, что лучше вот быть рабом России, чем умереть в Албахах, да? Не-не-не, подожди. Ну ладно, я скажу твоими словами. Лучше мы бы остались под этой империей русской, чем воевать за свободу. Сохранили бы жизнь. Да, сохранили бы жизни, да. Вот. И сейчас вот я возвращаюсь. Хорошо, это утверждение. Сейчас я просто вот иду 50 лет назад от этой точки, да? Что с нами сделали, когда мы были под этой империей? Нас геноцидили по этническим причинам, без каких-то нарушений, что мы сделали. Просто загеноцидили, полностью выставили, чтобы умерли. Вот что бывает. А тут народ воевал за будущее, за свободу. Если, вот ты говоришь, было бы лучше, как бы до конца жизни хотя бы, я говорю, это рабство, как бы хотя бы до конца жизни прожили. Ну как это? Если 50 лет назад уже вот этот случай был, люди хотели прожить до конца жизни, но нет. Их ночью забирали в вагоны и насмерть отправили. Но мы В выжили. то время, когда мужское население боеспособное воевало на фронте против немецкого фашизма. Вот, Марин, да, тебе надо эту всю цепочку брать до того, как ты делаешь какое-то заключение. Если бы народ сказал бы, что да, мы хотим свободу, а потом как бы вот эта империя говорит, ну тогда мы сейчас будем вас убивать, они говорят, нет, тогда мы будем рабами. Вон, 50 лет назад от этой точки посмотри, что случилось. Что вот эта империя может сделать с народом без наказания после того, как она это сделала. И что нашел себя, когда ты являешься чьей-то собственностью. Твой хозяин не несет ответственность потом, не несет наказание за это. Он делает с тобой, что хочет. И это даже 100 лет не прошло, но ты про это уже забыла. И говоришь, лучше было бы быть рабами этих имперцев. Хотя вот на тот момент, когда народ провозгласил свою независимость, она полностью имела на это право по закону.
Понимаешь? Это не то, что там бунт поднялся. Нет, по закону даже там было все. И Дудаев, и другие, это все хотели демократическим способом свою независимость. То, что вот всеобщепринятый закон был, развал Советского Союза, и можно провозглашать независимость. У нас было вот это право демократическое, то, что мы и сделали. Но нет, это империя, которую ты вот считаешь, мы были одним народом. Нет, не были. Она говорит, нет, вы будете моими рабами. Вы останетесь, и я буду делать с вами все, что хочу. И делает вот аж на сегодняшний день, отправляет в Украину, убивает нас в Европе. По всему миру. Понимаешь? Вот какой у тебя брат там, вот этот русский. Имел его цепочку, сам плохо. Не бери какие-то маленькие фрагменты. Дудаев, он не делал от себя выбора. Дудаев от себя выбора не делал. А он провозглашал все, что народ скажет. И все. Он не был диктатором в Чечне. Вот ты сама вот подумай, или вот тут вот присутствующих спроси, был ли Дудаев диктатором в Чечне, что он мог вот сам выбирать, воевать или не воевать? Или народ был хозяином Чечни на тот момент? Вот спроси присутствующих. Ну, ладно, окей. Давайте я тогда... Я поняла, окей. Ну, вот есть вот это видео, да, где Дудаев говорит, что эти русские собираются там Дербент и так далее, эти территории зачистить вот от присутствующего населения. Марина, И я тебя снова перебью. Я смогу, я тебя перебью снова. Ты сейчас просто это говоришь, окей, я тебя перебью снова. Ладно, окей, обычно не оставляй это так, когда тебе люди стараются объяснить, чтобы ты поняла вот эту всю суть. Не говори просто это окей, и иди на другую тему. Подумай вот над этими словами, что тебе люди хотят объяснить. Я поняла. Тебя не обманывают. Это важный аспект. Дудаев, свободен. Дудаев это просто вот Путина позиция. Это один человек. Он не диктатор там. Он не хозяин чеченцев. Чеченцы хозяины Дудаева. Он не решал. Хозяин Дудаева это чеченцы. И ждут тебя суд. Он работник на чеченцев. Видел? Все. А ты это преподносишь совсем по-другому. Типа Дудаев там какой-то халиф, диктатор, он делал все, что хотел. Нет, не было такого. Вот это надо понять тебе, что вот это у тебя в мозгу нормально сел и все на полке стало. Хотя бы, по крайней мере, вот этот момент срочной. Понять то, что это нам не братья, как Темишев говорит. Нет, они нам не братья. Мы с ними не были одним народом. Как ты это днем говорила, нету такого, не работает это. Геополитически на карту посмотри, Лямниш, Кавказ Лямниш, посмотри, как они проходят, и посмотри, после вот, развала Советского Союза, какие страны вышли, южные страны. А вот эту границу они хотели сохранить, и сохранили. Если бы даже нам дали бы вот этот суверенитет, у них вот это пятно, которое уже на северной части вот этой геополитической карты, уже не ихняя часть. Четко вот по этой Лямниш-Дой они вот так вот срезали. То, что допустимо выпустить, а вот эта грань остается. И мы всегда до России были вот все время между империями. И это не поменялось. Поэтому они не хотели нас выпускать. И будут максимально стараться дальше. Чисто даже вот этот пункт дополнительно как бы берем, геополитика. Это как там тихажа хотя бы. Могут худуть себя. Когда раньше вот арабы приходили, они тоже не могли наверх пройти.
Это тоже была четкая граница. И Юрий Цепочек, да, ты не можешь просто взять один маленький кусочек из видео и на этом строить всю биографию человека или всей нации. Нет. Возьми полностью историю, как можешь, максимально, но проверяй эти информации. То, что вот эти вот араб, да, царь Худый сам, когда они вот пришли на Кавказ, как бы до Дербента они дошли, а дальше причину, как они своим объясняют, почему дальше не пошли. Потому что после Дербента уже какие-то пустыни, дикие звери, ады дубахта, тебя какой-то ад для них, да? Открываешь карту, нету такого. Там есть и леса, и все это есть. Никаких пустынь там нету. Но они своим так рассказывают, преподносят это. Правду они не хотят говорить. Мы их там мочили. Если вот как есть сказать, мы их там просто убивали, не давали дальше идти. А они рассказывают по-другому. Не знаю, я могу поискать это видео, правда, на английском, как вот они эту историю своего халифата преподносят. Вот у меня есть это видео, могу показать тебе. Но на английском. Давай, скинь, да. Я поищу и покажу. Мек что? Марина, указа. И определение, что имел Йоркшок. Вот взять последнюю там 400 лет, которые мы знаем, и которые мы даже нехорошо знаем, но нехорошо, то выводы на Элдодешны штатаре, вот нам говорят, клетки медведь, и с ним, заходи с ним, дай руку, дай лапу, живи с ним миром. Понимаешь, он учадится на лом штыревик, мы это алилиндо. Наоборот, чем ходишь лячат, он бечена дат, или надо, немч цани хляр, Мерседес Фокшдорт, например. Ищет баг, вот нам говорят, садись в клетку вместе с медведем и дай ему лапу, живи дружно. Он мацаричи учват ход. И вот лето мадацер, палестинч молят, жуктишен, ищет лето мадацер, войца. Шмадар. Просто независимость. Латвия, Литва, Эстония, да, сюэч. Ой, баг, ой, просто независимость. И все. Но цель еще и план шук, войца. Только планяться, только и планетку отделиться, как те другие цивилизованные люди. И все. Медведям Да-да, жить я это поняла. айнбакон. Я поняла. А ты в курсе, что вот как они жуткишах, хазаш, опасаться, дяш, вот про эту тему? Ты знаешь? Марин, сама солдалош, айлераси, хазар швейцарцы балватит, вот дючто в гуматеха, ويت ويدك دوشتو يا أصدية دامويك بس ويتعني تلت داتر بو ويدين سنة ألقى صفيت. ومارش بتشات وتخداخ عديت هاي زكوندوش هو أش أوكراني دوش أش دشمانش باش أفغانستاني دوش هو اشتخلك مدية ديت بوروي قربات بورتا قلت أقول ما يوخش داتر Ну, إيش царь, داتر ну, سيتسك دي صخيت царь, ну, войнук, أحش وفتر جوت وتصار ممرين. بوخ يو Сейчас مرين жуткиру, да, مرين да, وتقيت сейчас مرتون жуткиру. مرين وتسقيت معتصم أكثر بوخ صفيت. عجا لدوغات صار بوخ нам нужна Чечня бо وي لات ديشن بوخ но без чеченцев он سقيت это Нам хаосо но до нужно, этого да. цалило шел политик цани ой худа дюк что до سبري худа дюк что ой عدل да ойли а я просто أو حدي داخل خروتك على سينك خروت عن غديش طنبش خدوك شويوي خو جوريت مال أوضلهم دو أوليج يجوري لك حلاسات عم يلا خو بيحكي له ديك خو جوريوت هندي تعيات ودماش للغوش دودون نوخش لو وتعا نوخش شو يقوش دات هون تقيت سنة تندر بورتو вот нам говорят клетки медведь садись с ним вместе и дай лапу, живи дружно. Медведь, они. И определение, мел нисит, тигато, и он صقيت صقيت شمي просто
Был хазарский каганат, иуғайына ахойшын был үші, ваймаққа хазарш отслеживать ашмабай үш. Так, цундейла уж дақ без был, там истории про нас ходят среди русских, что воежутки дубов, шадеш, вайкам, клипы записаны, как жутки. Они в нашем лице ведут войну с хазарами. Войну И та необоснованный, пустой, каменство, да, штае, мегадушин, там, реально, хрюща, реально, лица, отцом. Ладно, дается. Меня позвали. Минуту видео посмотри. Ага, это так. Просто одну минуту покажу. Enormous phalanxes of sheer cliffs. You can go to some... Для понимания, величайшие полководцы, те, кто ведут ислам, да, great leaders of Islam, some of the Muslim villages in the Caucasus, which are built kind of on the edge of this incredible abyss, and you look down from somebody's roof or from the wall next to the mosque, and you can see below you there are clouds because it's so far down, and apparently sometimes you can see thunderstorms from above. It's a really extraordinary place, and so because it's so remote, so hard to get around in those mountains, so really inaccessible, impossible to conquer, and the Sahaba didn't get beyond it. Some of them went around to the east along the Caspian, but then Короче, через горы Дьяца Балуш раньше, дальше горы очень скалистые и очень высокие. И поэтому сахабы хотели пройтись вот через Каспийскую часть вот этих горных мест, Дьябулуш. И вот они объясняют, почему они дальше не пошли. Их объяснение исламскому миру. according to the historians, they came to a great plain, a desert, full of dangerous snakes. And then there's something called the Putrid Sea, where you can't get any fresh water, and they didn't go further north. So this was the furthest limit of Dar es-Salaam. И там они достигли равнину, пустыню с опасными змеями, и из-за этого они не пошли дальше, да. Вот как они объясняют, почему дальше Дербента они не пошли. И вот люди будут смотреть вот эти видео и принимать это как за реальность. А если мы откроем карту, посмотрим вот на эти места, там нету никаких пустынь. Но человек, который не проверит эту информацию, элементарно карту не откроет, чтобы посмотреть, что же за пустыни там, он будет в это верить. И идти по какие-то чаты и утверждать, нет, там у вас пустыни, у вас дикие змеи, там люди не могут жить. И что это? Информация, проверять цель. Рамштайн, Хейда, Церцебарцар, Хейда, Церцер. Насчет воды, да, Церцига, и там было очень соленое море, и вот тоже как бы еще один пункт, почему они не могли дальше идти. Там есть какое-то песчаное место в Дагестане, как в Сахаре? Песчаное место, не сравнивая с пустыней. Они это описывают пустыню, шею пустыни, той же. И у нас нету там вот в этих местах на Кавказе вообще таких пустынь, как у них в в арабском полуострове. Но они рассказывают это так, чтобы люди думали, там конкретные пустыни.
там дикие змеи, там воды нету пресной. И вот это как бы объясняет, почему ихние сахабы дальше не пошли. Дошли, да. Ну, дальше Дербента их не пустили. Но все-таки Дербента у нас отобрали. Марина, ты не понимаешь смысл? Они это рассказывают своим вот так. И те потом приходят к тебе и говорят, мы дальше не пошли, наши сахабы, потому что у вас там пустыни, дикие змеи, нет воды. На Кавказе, на Северном Кавказе этого нет. Поэтому мы не пошли дальше. Понимаешь, как это тупо будет с его стороны? И ты знаешь, ну, как на Северном Кавказе все это обстоит. То, что это не сходится полностью. Но он в это верит. Потому что он не проверил информацию. Но он тебе утверждает и не слушает тебя. И что только закрыто. Он делает, тебе максимально стараются разъяснить. Вот очевидцы тут сидят. Дубка-бабка, на Украине. Объясняют, вот это серьезно, что тогда было массовано, что должно быть. Надо слушать и надо думать об этом. Как минимум. Хочешь, я тебе скажу, что мне сказала арабка в Дагестане, Ирсюли? Арабка, Таргинка. Она, знаешь, что... Мне интересно, что там люди говорят. Не-не, подожди, Элек, что интересно, Дон. Как они вообще на Кавказ вторглись? Почему? Шейн ислам дәсін шхена, она говорит, шея эйлмнах, да, они говорили, что вот в Коране написано, Хакана в Коране обещательно раю и Фирдаус находится на Кавказе. Это им сказали их алимы. Вот рай Фирдаус находится на Кавказе. Он оккупирован Яджуджем и Маджуджем, которые будут творить большие вот эти, как это сказать, преступления против человечества. Идите, да, быстро, идите туда, отберите у них наш рай, нам обещанный рай Фирдауса. Ищет бяхкам бубар, шейдай. Ну, это сказки, которые они рассказывают. Вот мы тоже, если ты читала Коран и смотрела вот это все, это понимать должна, то, что это тухта, это сказки не сходятся с Сравнивать Цухена, это проповедь на основе вот того Цухена, Хилдол, Коран, той же, значит, Хилмахалитик, и Марин, рай после смерти. Ты, Марин, там действительно... Есть люди, которые уверены, что рай будет здесь, на земле. Только это будет другая земля. Это будет здесь, но это тут потом условия жизни поменяются. Здесь будет рай, уверена. Ишнахабон. Рай после смерти. Только после смерти. Это даже женщина. Смерти, потом рай. Цо эллек дуишей дехкан душей даиш ишт проповеди на шей Коран цухена хилдол Коран дует язен хилду церес, что рай Фирдаус обещанный им Аллахом на Коране, он находится на Кавказе, но он захвачен кавказцами, яджуджами и маджуджами, которые будут творить великие преступления против человечества. Идите, бегите туда срочно, отберите у них наш Фирдаус, это наш, нам обещанный рай, шейдай на Кавказ. Тебе надо вот больных людей меньше слушать. Ну, она салафитка. Вот. Шедага очень... Марин, карту корш, майро яган, ягай карту. Я так и не пожарила.